Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, ассалату вассаламу аля расулиллах. Уроки поминания Всевышнего Аллаха, и наша тема, она еще продолжается. Поминание Всевышнего Аллаха посредством, то есть через Его прекраснейшие имена и Его атрибуты. И сегодняшняя тема – это хадис. Хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который мы находим в сборниках имама Аль-Бухари и Муслима, переданный нам Абу Хурайра, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна лилляхи тис'атан ва тис'ина исман». Воистину, у Аллаха 99 имен, ми'атан илля вахида, то есть 100, кроме одного, ман ахсаха, и кто их сосчитал, дахаляль джанна, он войдет в рай. Хадис в сборниках имама Бухари, Муслима, то есть достоверный. Несомненно, хадис побуждает нас к совершению конкретного дела, и, альхамдулилля, в конце хадиса результат. Человек, который сделает это дело, он окажется в раю. И любой хадис, который завершается этим, то есть ты окажешься в раю, Аллах простит тебе грехи и введет тебя в райские сады, несомненно, он должен пробуждать в наших сердцах желание, стремление к совершению этого дела. Поэтому не просто так посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, завершил хадис этими словами. Потому что мусульмане, все мы стараемся добиться милости Аллаха, прощения Его и оказаться в раю. И вот как раз то самое дело, кто их сосчитает, он войдет в рай. Он войдет в рай. Это наша цель, это наше стремление. Но некоторые люди ошибочно полагают, что вот это слово «кто их сосчитает», то есть перечисление, считывание, или как там правильно сказать, имен Всевышнего Аллаха, которому призывает этот хадис, некоторые думают, что это просто чисто повторение. Человек вот сидит или куда-то идет, что-то делает в дороге, да, он просто повторяет аль-фаз, то есть выражение, он просто повторяет вот эти слова. Аллах, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ас-Самир, Аль-Басир. Да? То есть он просто повторяет 99 имен из имен Аллаха. И что? Может быть, он повторяет их в конкретные времена, например, после намаза, по утрам и вечерам, в дороге, может быть, каждый день он повторяет это по 5 раз, да? Но в то же время, дуна фикхин мин хауляи хадихил асмаи джалилати аль-азима. То есть, не понимая смысл, который содержат в себе вот эти прекраснейшие имена и качества. Потому что мы с вами говорили, что каждое имя Аллаха рассказывает нам о Его качестве, о Его величии. Поэтому каждое имя имеет конкретное значение. И просто повторять, не понимая то, что ты говоришь, пользы не дает. Поэтому многие люди полагают, что вот если я буду повторять, вот в хадисе сказано, кто их сосчитает, да, там с 1 по 99, там 5 раз в день, может быть, или там еще больше, да, все, он войдет в рай, да. Это ошибочное мнение. Потому что человек, вот цель изучения, цель повторения этих имен, это понимание смысла. К чему указывают, куда, к чему побуждают нас эти имена и атрибуты. И как мы должны использовать вот эти имена и атрибуты в нашей жизни. Поэтому ученые, они
направляют наше внимание к тому, чтобы мы понимали слово ихсаун, ахсаха, то есть кто их сосчитал. Понимали правильно слово ихса. То есть это не просто повторение букв, не понимая смысл, да? Биля фикхин ау амалин биха. То есть не понимая, что ты говоришь, и не используя эти имена, атрибуты в жизни. بل لا بد في ذلك من فهم معناها والمراد بها فهما صحيحا سليما ثم العمل بما تقتضي. То есть цель вот этих слов ихсау, когда человек повторяет вот эти слова, да, цель именно понять значение этих слов. То есть Аллах, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ас-Сами', Аль-Басир. Вот суратуль Хашр в завершении, да, где Аллах повторяет. То есть цель повторения этих слов, мы должны понять смысл этих слов. Каждого слова. Когда мы говорим Аль-Басир, мы должны понимать, что Аллах видит абсолютно все. Когда мы говорим Ас-Сами', мы должны понять, что речь идет о том, что Аллах слышит все. И ничего нельзя скрыть от Него. Аль-Алим, Ад-Дар, Ан-Нафир и так далее, и так далее. То есть мы должны понимать значение этого имени, этого атрибута, фахман сахихан, то есть правильным пониманием, туммаль амаль бима тахтади. Также потом уже, затем, после понимания, мы должны использовать это в жизни. Использовать это в жизни. То есть то, к чему призывает это имя. Если, например, мы говорим слово Аллах аль-Басир, повторяем эти слова Аллах всевидящий, мы должны понимать в жизни, что Он видит всегда. И ты ничего не сможешь скрыть. Ты можешь там от жены скрыть что-то, да, от мужа, от родителей можно что-то скрыть, от братьев, да. Но мы должны понимать, когда повторяем это слово, Аллах видит везде. Поэтому невозможно скрыться от Аллаха. Ас-Самир, невозможно что-то скрыть от Аллаха. Аллах слышит все. Аль-Алим, Аллах знает все. Поэтому Ибн Хаджар в своей книге Фатхуль Бари приводит слова Абу Умар Ат-Таламанки, рахимахуллах, который говорит, познание имен Аллаха и его атрибутов, которые положено знать, то есть да'ю, любому тому, кто призывает к Аллаху, да, любому мусульманину, который призывает к Аллаху, то есть он должен понимать аль-ма'рифат биль-асма'i вас-сифати ва ма татадамману мин аль-фаваид. То есть он должен понимать, что означают эти имена и атрибуты, и что они, какие пользы они содержат в себе. Какие пользы они содержат в себя. Ва тадуллу алейхи мин аль-хакаик. И каким истинам, каким ценностям указывают, на какие ценности и истины указывают эти имена. Вот каждое имя. На что указывает? На что указывает? Так, Ар-Раззак, например. Вот сколько проблем на этой земле происходит только из-за того, что мы не понимаем одно имя Аллаха. Ар-Раззак. Аллах тот, который дает риск. Вот посмотрите, все смели в магазинах, да? Все смели. Конечно, владельцы там магнитов, пятерочек, они радуются, потому что на следующий день они уже все заполняют. Альхамдулилля, в России много макаронов и тушенки, да? Но все сметает, потому что все боятся, что вот Аллах их бросит и больше не будет кормить, да? Поэтому Аллах ар-Раззак. Аллах дает нам пропитание и во время достатка, и во время кризиса. Поэтому Аллах кормит нас. Так ведь? Когда доллар там 30 рублей был, Аллах нас кормил. Когда доллар 90 копеек был, да, Аллах кормил нас. Аллах будет кормить нас, когда доллар будет 100 рублей. Это же риск Аллаха. Это риск. Поэтому сколько войн происходит на этой земле? Сколько войн? Только из-за того, что мы не можем понять один атрибут Аллаха. Аллаху Раззак. То есть Аллах тот, кто дает риск. Сколько мусульман враждуют друг с другом, потому что обманывают друг друга, предают друг друга, забирают чужое. Так ведь? Он же думает, что вот сейчас я обману кого-то, да, и у меня риска будет больше. Нет. Он получит только то, что Аллах ему предписал. Но есть вариант.
получить этот риск халяльным путем. Иногда Аллах испытывает нас, да? А кто-то получает это харамным путем. Поэтому просто один атрибут нужно понять, и сколько проблем мы бы решили. Если бы наши жены поняли, что Аллаху Разак, да, они бы и мозги не выносили бы многим братьям. Поэтому, альхамдулилля, вот на что указывает каждое имя, каждый атрибут, да? وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا لِمَعَانِيَ الْأَسْمَاءِ. И тот, кто не будет знать, не познает этого, то есть значение каждого, смысл каждого имени, какие пользы содержит это имя, Абу Умар говорит, да, какие пользы содержит, и каким ценностям истинным, на какие ценности и истины указывает это. Вот кто не будет это знать, кто не познает это, лям якун алиман лимагани аль-асма. И он не сможет быть знающим смысл, значение этих имен, валя мустафидан бидикриха. И он не сможет получить пользу, просто чисто повторяя выражение этих слов. То есть просто повторяя. То есть он не сможет извлечь пользу от того, на что указывают эти слова. Потому что он не знает, о чем говорит. Так ведь? Поэтому вот Абу Умар ат-Таламанки, рахимахуллах, обращает наше внимание к тому, что очень важно понять смысл, значение каждого имени. То есть мы идем, сейчас идет шарх хадиса. То есть все это шарх этого хадиса. То есть не просто повторять, не просто произносить имена и атрибуты Аллаха. То есть мы должны понять. И что содержит, что к чему указывает. Не просто повторять эти слова. Поэтому ученые говорят, «Анна ли ихса'i асма'иллахи аль-хусна тhalатha маратиб». Для того, чтобы сосчитать эти имена, есть 3 степени, 3 уровня вот этих повторений этих слов. 3 уровня. Первое, Ибн Кайим говорит, аль-мартабатуль уля, первая степень. Это самая начальная степень. Ихсау аль-фадиха ва ададиха. То есть это просто чисто повторение имен и атрибутов Аллаха и просто вот количеством. Вот он сосчитал там 99 имен, да? Все выучил, машаллах, выучил и все. Он просто повторяет, да? Не понимая смысл, не понимая то, что включает в себя эти имена. Аль-мартабату thaniya, второй уровень, это уже выше. Фахму ма'аниха ва мадлулатиха. То есть это понимание значений. Все, уровень другой уже. Идем дальше. Мы не просто узнали, что Аллах аль-Басир, ас-Самиа. Мы начали изучать, а что означает аль-Басир, а что означает ас-Самиа, и на что указывает это аль-Басир, ас-Самиа, ар-Рахман, ар-Рахим, на что указывает. То есть это уже второй уровень. Третий уровень, дуа Аллахи биха, когда мы уже взываем к Аллаху, понимая, используя вот эти имена. Когда мы просим у Аллаха прощения от наших грехов и используем при этой просьбе какое имя? Аллах, например, Ар-Рахим. О Аллах, прости мне грехи, ибо ты милостивый. Фаиннака аль-гафурур рахим. Воистину ты прощающий. А у кого мне еще просить прощения? Ты же прощающий. Так ведь? Поэтому вот мы уже третий уровень, когда мы взываем к Аллаху, используя эти имена и атрибуты, и понимая смысл, и на что они указывают. На что они указывают. Поэтому вот это и есть цель ихсаун. То есть это есть ман ахсаха. Кто их будет считать, тот кто будет их повторять, тот войдет в рай. Вот это есть истинное значение. Вот нужно познать, Ибн Кайим говорит, все 3 уровня. Все 3 уровня. Когда ты будешь учить их, изучать, выучивать эти имена и повторять, будешь вникать в смысл и к чему они призывают, да. И третье, будешь их использовать в жизни. Ты хочешь, тебе страшно? Найди то имя и атрибут Аллаха, где говорится о том, что Он заботится о нас, о том, что Он хранит нас. Например, Аль-Хафиз. Аллах хранитель. Так ведь? О Аллах,
сохрани меня, мою семью, моих детей, ибо ты тот, кто хранит. Так ведь? Поэтому вот нужно научиться использовать. И вот тогда мы сможем, иншаллах, быть в числе тех, которым призывает нас этот хадис. Поэтому, может быть, кто-то, если вот, например, спросить у него: брат, вот давай сейчас сосчитай 99 имен, да? Может, он всех сосчитает. Есть братья, которые, я видел, после каждого намаза есть братья, которые повторяют 99 имен Аллаха. Да, он их знает. Но если его остановить и спросить: а вот это имя что означает? А вот это имя? Он может и не знать. Может и не знать, а может и знает, да? А есть братья, которых можно спросить: вот сосчитай. Может быть, он сейчас прямо на память там 20 имен сосчитает, да? Но если ты спросишь у него каждое имя, да, значение, он тебе все скажет. То есть он действительно, понимая смысл этих имен и атрибутов, он использует это правильно. Поэтому он может попасть под категорию этих людей. Ман ахсаха дахаль аль-джанна, кто их сосчитает, войдет в рай. А тот может и не попасть, хотя знает все 99 имен, которые говорится в хадисе. Вот поэтому истинный смысл, да, это понять, что означают эти именно атрибуты, и использовать это, правильно использовать это в жизни. Вот такие войдут в рай, иншаллах. Потому что каждое имя будет его воспитывать. Вот почему он войдет в рай? Потому что он изменится. Он будет понимать, что Аллах видящий, Аллах слышащий, Аллах знающий, Аллах тот, кто дает пропитание, Аллах тот, кто заботится о нас, Аллах тот, кто приносит нам пользу и приносит нам вред. Ад-Дар — это тоже имя Аллаха. Любой вред, который наносит, может быть, кто-то из людей, из его творений, он может нанести нам только соизволение Аллаха. Он это все будет понимать. Поэтому это очень важно. И если человек вот все это поймет и будет использовать в жизни, конечно, это будет причиной того, что он войдет в рай, иншаллах. Это первый момент. Второй момент. Давайте немножко поговорим о количестве имен Аллаха. Потому что вот в этом хадисе, этот хадис указывает на то, что «Инна лилляхи», воистину у Аллаха, 99 имен, 100, кроме одного. Вот очень важно нам знать, каждому мусульманину, что имена и атрибуты Аллаха, они не ограничиваются этим количеством. Они ни в коем случае не ограничиваются этим количеством. Но почему в хадисе говорится, что у Аллаха есть 99 имен? Вот ученые говорят, что здесь в арабском языке это может использоваться не как информация, что у Аллаха вот столько имен, а как вот есть у Аллаха 99 имен, если вы их будете считать, повторять, вы войдете в рай. Это как, например, «Инна инди тис'атан ва тис'ина дирхаман агдаттуха лис-садака». Вот приводит автор этой книги пример такой с арабского языка. Вот у меня есть 99 дирхамов, которые я приготовил для чего? Чтобы раздать как садака. Из этих слов ты понимаешь, что он приготовил 99 дирхамов или рублей, неважно, да? Но никак из этого не понимается, что у него всего столько денег. То есть у меня есть 100 рублей, которые я приготовил для тебя, например, да? Поэтому здесь то же самое. У Аллаха есть 99 имен, которые вы, если будете использовать, повторять, изучать, использовать в жизни, вы войдете в рай. То есть ученые говорят, что этот хадис нужно понимать так. Но ни в коем случае мы не должны понимать, что у Аллаха всего 99 имен. И есть конкретные хадисы, которые указывают, что его имена и атрибуты, они никак не ограничены 90. Даже есть хадисы, которые указывают, что все имена и атрибуты не то, что мы. Даже ангелы не знали. Даже пророк, алейхиссаляту вассалям, не знал. Давайте вот посмотрим эти хадисы. Первый хадис. Раваху Муслим, ан Аишаты радиаллаху анха калят. Этот хадис в сборниках имама Муслима, сахих, достоверный хадис, который передала нам мать правоверных Аиша радиаллаху анха.
где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, научил нас обращаться к Аллаху следующими словами. Аллахумма а'уду, то есть это одно из слов мольбы, обращения к Аллаху, который использовал и научил нас пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма а'уду биридака мин сахатик. О Аллах, я прошу Твоей защиты мин сахатик, то есть от Твоего гнева, биридака, использует Твое довольство. То есть через Твое довольство я прошу у Тебя, что? Я прошу у Тебя защиты от Твоего гнева. Потому что у Тебя есть помимо гнева еще что? Твое довольство. Так ведь? Я прошу через Твое довольство защиты от Твоего гнева. И я прошу защиты от Твоего наказания через Твое прощение. То есть я прошу через Твое прощение, чтобы Ты защитил меня от Твоего наказания. Потому что Аллах может наказать, но Аллах ведь может и простить. Как посланник Аллаха, саллаллаху, во время ночного стояния, во время намаза, он плакал, читая аят «Ин ту'адзибахум, фа иннахум айбаду». О Аллах, если Ты подвергнешь своих рабов наказанию, они Твои рабы. То есть Ты любого можешь наказать, в судный день любого. Аллах все свои творения может приказать бросить в огонь, и никто ничего ему не сможет сказать, потому что это Аллах. Мы Его имущество. Никто не сможет возразить. Но, поэтому посланник Аллаха, саллаллаху, когда читал этот аят, «Ин ту'адзибахум», если ты подвергнешь их наказанию, если ты их накажешь, «фа иннахум айбаду», это твои рабы. Ты можешь делать с ними что угодно, что тебе угодно. «Ва ин тагфир лахум», но если ты простишь их, то есть есть еще такой вариант, «Фа иннака антал азизуль хаким», воистину ты могущественный и мудрый. Поэтому Аллах может наказать, Аллах может и простить. Поэтому у нас есть вариант, так ведь? Поэтому я прибегаю, ищу защиты от твоего наказания через твое прощение. «Ва а'уду бика минка», я ищу у тебя твоей защиты от кого? От тебя. То есть, кто может спасти нас от Аллаха? Кроме Аллаха. Поэтому мы говорим: о Аллах, мы просим твоей защиты от тебя самого. То есть, защити нас от себя. «Ла ухси танаан алейка». И я не могу сосчитать слова восхваления по отношению к тебе. «Ла ухси». Посланник Аллаха, саллаллаху, это его слова. Он сказал: я не могу сосчитать слова восхваления к тебе. «Анта кама афнайта аля нафсика». То есть, и ты таков, как ты восславил себя. Как ты восхвалял себя, вот ты таков. И вот это сборники Сахих Муслим. И вот здесь посланник Аллаха, саллаллаху, дает нам понять, что он не может сосчитать слова восхваления Всевышнего, потому что не может сосчитать джами'a асмаихи, то есть не может сосчитать все его имена и атрибуты. То есть он не знает всех их, и поэтому он оставляет это Аллаха. То есть ты таков, каков ты о себе сказал, как ты себя восхваляешь. Это первый далиль. Второй далиль — это хадис аш-шафаа. Это длинный хадис, который приводит нам ряд сподвижников в разных сборниках хадисов. Это хадис аш-шафаа, хадис шафаат, то есть заступничество в судный день. Мы знаем, здесь речь идет шафаатуль узма, про самый великий вид шафаата, который присущ только одному человеку, это пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, где говорится, что люди, когда вот эта ситуация, вот эта трудность достигнет там
наивысшего уровня, да, и когда люди уже все не могут ничего сделать, не могут терпеть, они начнут обращаться друг к другу, что нам делать. Может быть, кто-нибудь скажет за нас что-то, слово скажет перед Аллахом, да, и кто-то скажет, давайте, может быть, Адам что-нибудь скажет. Он же все-таки наш отец. Идите, давайте пойдем к отцу. Все идут к Адаму. Адам говорит, нет, у меня своих проблем, да, много, поэтому идите к Нуху, все идут к Нуху. Нух, алейхиссалям, говорит, нет, у меня своя проблема, мне нужен заступник, идите там к Муса, алейхиссалям, все идут к Муса, все идут к Ибрахиму, алейхиссалям, все идут Аиса, алейхиссалям, и все говорят, нет, 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 у нас свои проблемы, нам нужен заступник, идите к Мухаммаду, и все идут к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, да, я именно для этого. И тогда он идет под трон, падает ниц. То есть он говорит, я приближусь к трону и сделаю суджуд Аллаху. То есть он падает ниц перед Аллахом. И вот эти слова, да, в хадисе говорится, ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله. То есть вот тогда Аллах откроет мне такие слова восхваления Всевышнего Аллаха. Он научит меня таким словам, аль-хамд ва-thana, лам яфтаху аля ахадин кабли. То есть он никого еще не учил этим словам. Никому еще он не открывал эти слова. То есть получается, вот в этот момент, судный день, да, когда он будет заступаться за людей, вот в этот момент, когда он совершит суджуд, Аллах вот только в этот момент научит его таким словам восхваления, которые никто до этого не знал. И он, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не знал этого. И тогда, когда он использует эти слова восхваления, которые никто еще не использовал в истории, да, получается, ему скажется, я Мухаммад, о Мухаммад, ирфа расака, подними свою голову, саль тухта, проси, и тебе будет дано то, что ты просишь, заступайся, и твое заступничество примется. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тогда скажет, Рабби уммати, да, о Господь, спаси мою умму. И вот так он 4 раза будет подходить и делать суджуд, и каждый раз Аллах будет учить его таким словам восхваления Всевышнего Аллаха, которые еще никто не знал и никто не использовал. Вот это тоже указывает на то, что есть у Аллаха такие имена и качества, которые еще никто не знает. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, их узнает только и будет использовать только в судный день. Вот это первое. Второе, да, очень важный момент. Когда мы делаем дуа, всегда нужно начинать со слов восхваления. Очень мало внимания мы обращаем на это. То есть мы все время спешим. Быстро-быстро, алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассалям, я раббан бир мина, дай мне это, дай мне то, да. Вот посмотрите на этот хадис. То есть результат. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, использовал такие слова восхваления, что после этого, Аллах сказал, подними голову и проси, тебе будет дано то, что ты просишь. Заступайся, и твое заступничество примется. Вот это очень важный момент. Нужно правильно, достойно восхвалять Всевышнего Аллаха. Восхвалять надо его. И вот это результат того, что Аллах примет те твои просьбы, которые ты приготовил в конце, да, в завершении. Вот очень важный этот момент. Поэтому это я так, чтобы воспользоваться этим моментом. Да? И вот и поэтому ученые говорят, вот если Аллах откроет посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, эти слова вот в тот момент, значит, в книге Аллаха и в сунне этих имен и атрибутов нет. Нет, потому что если бы это было в Коране и в сунне, мы бы знали это, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, знал бы это. Так ведь? Значит, этого нет. Значит, это будут новые имена и атрибуты Всевышнего Аллаха. Это второй хадис, который доказывает, что имена и атрибуты не ограничиваются этим. Третий хадис. Третий хадис мы находим от Абдулла ибн Масуда.
Абдулла ибн Мас'уд, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма асаба абдун хаммун валя хузнун факаля». Какое бы беспокойство, печаль не постигла раба, если он в этот момент скажет, то есть когда мусульманина постигает какая-то печаль, какое-то беспокойство, да, вот он услышал что-то, да, что-то случилось. Вот как раз вот сейчас то время, да, люди там беспокоятся, что макаронов не останется, да, или там болезнь постигнет нас. Ни у кого нет гарантии, да. То есть вот печаль и беспокойство. Если он скажет: «Аллахумма инни абдук», «О Аллах, воистину я твой раб», ну, мы рабы Аллаха, «Вабну абдик», и я сын твоего раба, потому что так же, как ты раб, твой отец, твой дед, все были кем? Они рабы Аллаха, также. Поэтому я твой раб, я сын твоего раба, «Вабну абдик», «Вабну аматик», и я сын твоей рабыни, то есть моя мать тоже твоя раба, так бы, «Наусияти биядик», то есть мой хохол, моя голова перед тобой, в твоих руках, то есть я подвластен тебе, все, я перед тобой, я подвластен тебе, да, «Мадин фия хукмук», то есть твое решение обязательно постигнет меня. Обязательно постигнет меня. «Адлун фия кадаук», и твой приговор, он справедлив ко мне. Как бы ты ни решил, да, вот, потому что здесь речь идет о какой-то проблеме. Почему человека постигла печаль, беспокойство, грусть, горе, да? Значит, что-то случилось. И поэтому мы говорим: «Мадин фия хукмук», твое решение обязательно исполнится, касательно меня обязательно исполнится. Обязательно исполнится. И твой приговор по отношению ко мне, да, адлюн, это справедливо. Потому что Аллах не является залимом, Он справедливым. И вот, давайте, самая интересная часть. «Ас'алюка бикулли исмин хуаляк». Вот даже если вы не выучите эти слова мольбы, да, а если вы их выучите, это будет еще лучше, они есть в словах мольбы. Вот используйте это, когда вы просите у Аллаха. Даже, может быть, на своем языке, да. «Ас'алюка бикулли исмин хуаляк». То есть, я прошу тебя всеми именами, которые принадлежат тебе, которые у тебя есть. Вот ты всех имен не знаешь, но, машаллах, ты уже можешь использовать эти слова. То есть я обращаюсь к тебе посредством всех твоих имен и атрибутов, которые у тебя есть. Машаллах. И вот дальше перечисляем, какие имена и атрибуты. Саммейта бихи нафсак. То есть имена, которыми ты назвал себя. То есть Аллах называет сам себя. Никто его не может назвать. Так ведь? Каким-то именем. Поэтому Аллах сам себя назвал. Этими именами ты назвал сам себя. Или же анзальтаху фи китаби. Или же ты не спаслал свои книги. То есть мы находим эти имена и атрибуты в Коране. Так ведь? Можем найти. Ау аллямтаху ахадам мин халкик. Или же этим именам ты научил одного из своих творений. Может быть, научил какого-то ангела, научил одного из своих пророков, нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который обращался к нему этими именами. Так ведь? Аллямтаху ахадам мин халкик. И вот, в завершении, ау истафарта бихи фи ильмил гайби индак. Или же теми именами, я прошу у тебя теми именами, которые ты оставил в сокровенном знании у себя. То есть, которые ты скрыл и оставил у себя. Есть, оказывается, имена, которые Аллах скрыл от нас. Скрыл от нас и оставил как сокровенные, которые мы не можем знать. Ни ангелы, ни пророк сказал. Это слова пророка. Значит, пророк не знал эти имена. И дальше уже идет просьба. Чтобы ты сделал Коран раби'a кальби, то есть весной моего сердца. Весна — это солнце, весна — это хорошо, это тепло, да, весной моего сердца, потому что там сейчас зима, печаль, грусть, так ведь, чтобы ты посредством Корана защитил меня от грусти, печали, так ведь. Ванура садри, чтобы ты сделал Коран светом моей груди.
ваджаля хузни, чтобы Коран был причиной причиной ухода моей печали, вадхиаба хамми, и причиной прекращения моих беспокойств, илля адхабаллаху хаммаху ва хузнаху. И кто обратится к Аллаху с этими словами, с этой мольбой, Аллах обязательно избавит его от его беспокойства и печали, ва абдаляху маканаху фараха. И вместо печали и беспокойства Аллах даст ему спокойствие и радость. Спокойствие и радость. Вот, поэтому, альхамдулилля, вот этот хадис также указывает на то, что есть у Аллаха имена, которые Он оставил у себя, как сокровенные знания. Ильмуль гайб, которые его знания, которые его рабы, его создания не могут знать. И толкуя этот хадис, Ибн аль-Кайим рахимахуллах говорит, Всевышний сделал свои имена, разделил на три категории. Первое, самма бихи нафса, то есть он назвал этими именами самого себя. И пожелал, чтобы кто-то из его творений, будь это ангелы, будь это пророки, они узнали об этом, о его имени, но валям янзиль бихи китаба. Но он не стал ниспосылать это в своей книге. То есть в книге этого нет. Но кто-то из ангелов или пророков мог это знать. Это первое. Второй, анзаля бихи китаба. Он указал или сообщил нам об этих именах и атрибутах в своих книгах. И пожелал, чтобы через эти книги узнали об этих именах и атрибутах его рабы. То есть в Коране мы это находим, так ведь? И третья категория, иста'фара бихи фи ильми гайбихи. То есть это категория имен, которые он пожелал, чтобы они остались в его сокровенном знании. То есть чтобы никто из его творений они не знали про эти имена и атрибуты. Альхамдулилля. Ну вот в чем сунна, да, мудрость сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Мы знаем, что всех имен и атрибутов мы не сможем знать. Даже пророк саллаллаху алейхи ва саллям не знал. Но каждый из нас, когда мы обращаемся к Аллаху, «Валиллахи л-асмауль хусна фад'уху биха». Вспомните аят, да? У Аллаха есть прекраснейшие имена, и те, которые Он скрыл, они тоже входят в эти имена. Так ведь? «Фад'уху биха». Взывайте к Нему, используя эти имена. Так ведь? Аят есть. Машаллах, сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям учит нас взывать к Аллаху даже через те имена, которые мы не знаем. Которые даже пророк саллаллаху алейхи ва саллям не знал. Мы говорим, Аллахумма инни ас'алюка бикулли исмин хуаляк. О Аллах, я прошу у Тебя всеми Твоими именами. Даже теми, которые Ты оставил как сокровенное знание у себя. Вот сунна учит нас. Вот эти хадисы, они указывают на то, что имена и атрибуты Аллаха, они никак не ограничиваются вот этим количеством. То есть 99 имен. И поэтому еще раз я повторяю, вот в арабском предложении мы должны это понимать так. Вот у меня есть 100 рублей, которые я приготовил, чтобы раздать как садака. У Аллаха есть 99 имен, 100 кроме одного. Если вот вы будете использовать эти имена, повторять, изучать и использовать в жизни, кто будет использовать это, изучать, он войдет в рай. Поэтому, альхамдулилля, имена Аллаха не ограничиваются этим количеством. И в завершение, эти имена Аллаха, то есть даже вот эти 99 имен, ученые собирают в разных хадисах, так ведь. И поэтому есть некоторые разногласия, есть ученые, которые говорят, что вот это имя из имен Аллаха. Некоторые говорят, нет, это не является именем из имен Аллаха. Поэтому есть некие разногласия, но все эти имена есть. И мы находим эти имена в книге Аллаха и в сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, в трудах наших ученых. Поэтому мы должны изучать это, мы должны вникать в смысл, основываясь на знании, потому что здесь тоже люди могут заблудиться, так ведь. И, конечно же,
размышлять над этими именами, попробовать увидеть отражение этих имен в жизни, да, и, конечно же, все это использовать в жизни. Вот тогда у нас будет прекрасный шанс, возможность именно попасть в категорию тех, про которых пророк ﷺ сказал: «Ман ахсаха», кто сосчитает их, дахаля джанна, он войдет в рай. Он войдет в рай. Так, на сегодня, дорогие братья, все. Есть небольшое объявление. В связи с распространением этого вируса есть, наверное, скоро придет, завтра, может быть, или послезавтра, да, решение ученых, Совета ученых Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Уже несколько дней они уже это обсуждают, взвешивают все плюсы и минусы. То есть это не просто так они это взяли, да, смотрят, какие пользы, какой вред от этого будет, и, наверное, будут вводиться некие ограничения. Однозначно, наверное, будут отменены все уроки в мадресе, в мечетях, вагазов не будет, поэтому я на 99%, уверен, что здесь мы не сможем собраться в следующую среду. Потом у меня лично были еще уроки в понедельник женщинам, этих уроков уже не будет. Также будут вводиться ограничения на коллективные намазы. Потому что вирус он распространяется, и в стране он есть. В сунне пророка ﷺ есть хадисы, которые указывают на правильность карантина, поэтому, я хочу сказать, это не просто там кто-то указал, кто-то приказал муфтию или хазратам, да, и они решили идти на поводу. Нет, это все в целях безопасности людей, мусульман, так ведь? Поэтому, на джумга, наверное, мы все это объявим. WhatsApp прежде меня он прежде муфти еще объявил WhatsApp, да, поэтому это все будет, поэтому и джумгалар будут короткими, но Аллах, Он мудрый, поэтому сколько? В 90-х годах, если мы начали открывать мечети, эту мечеть открыли в 91 году, вернули мусульманам, да, и мечеть была открыта. Была открыта 30 лет, да. Мы 30 лет призывали людей, чтобы люди ценили мечеть, дома Аллаха, приходили, да. Оказывается, в течение считанных дней, даже не недель, да, все может поменяться. И просто даже тяжело мне это выговаривать, да, мы завтра можем дверь закрыть мечети. И вы можете просто приходить на зухр, на аср, а мечеть может оказаться закрытой. Да? И никого в этом даже мы винить не сможем. Потому что в этом есть истина. Да? Поэтому все, наверное, уже в курсе. Саудовская Аравия, многие арабские страны уже полностью закрыли мечети. Полностью. Азан идет, а людей нет. Вчера с братьями тоже переписывались. В Мекке мечети закрыты, кроме харама. И все читают намаз дома. Все, вот так. Поэтому, конечно, тяжело об этом даже говорить, да, невозможно представить, ты едешь, и все мечети закрыты, да. Хочется же в мечеть, но ничего не поделаешь. Пока у нас не будут закрываться, но какие-то ограничения будут. Об этом на джумга скажем, иншаллах, Аллаху мустаган. Надо благодарить Аллаха за то, что Он дал и будет давать, иншаллах, возможность. Но видать, мы перестали, дорогие братья, ценить то, что мы имели. Да? Брат сегодня приехал тоже, араб со своей стороны, он говорит, люди просто подходят в мечети и плачут. Мечеть закрыта. Сколько лет они ходили в эту мечеть. Даже, говорит, те, которые, просто не ходили в мечеть, да, может быть, они там были, погрязли в грехах, да, даже они, говорит, плачут, потому что они всегда знали, что мечеть открыта, что люди там поклоняются, дуа делают, да, просто, говорит, очень тяжело это видеть своими глазами, поэтому не дай Аллах нам, конечно, не дай Аллах нам это, но все очень быстро оказывается, да, очень быстро, поэтому Аллаху мустаган. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Но, иншаллах, мы будем думать, потому что есть еще Рамазан, дорогие братья, никакой гарантии нет, что
ифтары, что таравихи могут тоже отмениться. Я не хочу никого пугать, но все в руках Аллаха. Поэтому это же Аллах лишает нас. Вот мы иногда можем не проснуться на утренний намаз, да? И по фикху мы там думаем, а вот что, ладно, я же не смог проснуться, на мне греха нет. Но если покопать глубже, это же Аллах тебя лишил за что-то. Так ведь? Аллах лишил тебя утреннего намаза, Аллах лишил тебя ночной молитвы. Вот Аллах же нас лишает. Почему-то за что-то. Аллах может лишить нас и от таравихов, если мы не будем делать таубя перед Ним, если мы не будем просить у Аллаха. Вот, как раз, вот сейчас мы вспомним еще, дорогие братья, как сподвижники, саляфи делали дуга: «О Аллах, баллигна Рамадан». То есть дай нам возможность дожить до Рамадана и дай возможность, чтобы Рамадан пришел к нам. Может Рамадан прийти, а мы можем проезжать мимо мечети. Это очень быстро оказывается. Так ведь? И никого обвинять не сможешь. Так ведь? Поэтому вот очень важно, делайте дуга, просите у Аллаха прощения за наши грехи, чтобы Аллах открыл нам мечети, вернул нам мечети во время Рамадана, чтобы мы вместе собирались, таравих, вместе слушали имама. И второй момент, вот, наверное, все-таки будем думать, мы еще все адреса поставим, да, в Инстаграме, в Ютубе, подписываться на канал, и уроки нельзя прекращать уроки. Если мы сейчас будем дома сидеть, там, во-первых, я боюсь, что много талаков будет, потому что будут выносить друг другу мозги, да, жена, мужу, там, мечеть, ладно, мы в мечеть убегали, да, ну, отдыхали, да, ну, это реалии жизни, да, там, дети все будут, сейчас каникулы, все, все дети дома, поэтому нужно превращать дома в мечети. Да, поэтому чем будете заниматься? Вот меня расстраивает то, что сейчас в пятерочке гречки нет, макаронов нет, да? Но братья, которые занимаются книгами, Ильшат, все книги раскупили, нет? Братья готовятся к карантину? Брат, давай нам книг побольше, мы дома будем сидеть, мы же не сможем в мечеть ходить, мы сейчас книги будем читать. К сожалению, этого нет. Поэтому вот каждый готовится уж. Желудки готовим, чтобы не лишать их макаронов, да? А проблема есть, дорогие братья. Поэтому на джумга, наверное, повесим все наши инстаграмы и вот эти уроки, они каждый будут, иншаллах. Даже если хутбы, там нам сказали 3-5 минут хутба, да? Ну, вместо хутбы у нас через инстаграм уроки будут, иншаллах. Потому что нам нельзя без уроков, без вагазов, нельзя, потому что мы и так слабые. Да, джазакумуллаху хайр. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.